Я продолжаю писать карту дня на 13 марта на понедельник. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это у нас знаки от весов и до рыбок. Если вы зашли на видео, вам нужны первые 6 знаков, значит вам нужна первая часть. Там у меня овны, тельцы, близнецы, раки, львы и девы. Значит, как ее найти? Внизу под видео под этим есть ссылочка на первую часть. Нажимаете, переходите и по тайм-коду выбираете свой знак. А я смотрю дальше. Весы. 13 марта, понедельник, события дня. Что будет у весов происходить? Покажите мне. Книга сразу же выпадает. Это посещение госучреждения. Подарок нельзя. Победа. Возможно, имеется в виду победа будет вот в этом госучреждении. Решите какие-то вопросы. Да, смотрите, конверт – это получение. Да, то есть получение какой-то справки, бумаги, документа, да, листик. Ну и в книге, да, то есть книга всегда показывает, что мы для себя вырываем какой-то листик. Луна еще есть. Это событие, которое повторяется каждый месяц с вами. Да, то есть, возможно, вот вы каждый месяц ходите, ну, например, там, в налоговую, да, то есть какое-то госучреждение, или оплачивать. Что там? Так, и здесь нет. Смотрим. Значит, у вас 4 события. 4 события. Первое – это госучреждение. Второе – победа, получение чего-то. И событие, которое повторяется каждый месяц. Ну, как я вам уже сказала, да, то есть это можно все вплести, да, в одну картину, скажем так. Ну, может быть, у кого-то проиграется как-то по-своему отдельно. Благодарю за внимание. Весы. Перехожу я дальше к скорпионам. Скорпионы, 13 марта. Понедельник. Ага. Поняла. События для скорпионов. 13 марта, понедельник. Все равно. Смотрим. Очень интересно, что у вас тут сейчас выпадет. Ножницы. Решится какой-то вопрос. Резко и быстро решится. Первое событие. И плюс у меня постоянно падали карточки. Возможно, придется решать резко и быстро. Да, когда нет времени на раскачку, на раздумья. Замок. Откроется какая-то информация. В понедельник. Лебедя нельзя. Время нельзя. Победа. Победа точно будет. Выбор. Застолье.
Казенный дом, госучреждение. Кровать нельзя. Выбор в госучреждении может быть. Домик нельзя. Угу. Значит, смотрим 6 событий. Первое. Точно решится какой-то вопрос, да, и решится победой для вас. Дальше замок, откроется какая-то информация, может быть застолье, посещение госучреждения, и вы будете стоять перед выбором в этот день. Вот такая информация. Но как-то вот, вы знаете, все будет в спешке. Да, то есть летящие карты обычно показывают спешку. Поэтому как-то день, мне кажется, пролетит быстро. Благодарю за внимание. И перехожу к стрельцам. Смотрим стрельцы. 13 марта, понедельник. События дня для стрельцов. Покажите мне. Мешок с деньгами. Первое событие. Конфликт. Книгу нельзя. Кровать. Интимная связь. Печаль. И общение с другом, подружкой. Возможно, печаль из этого конфликта, расстроитесь. Горизонтали, вертикали я у вас не увидела совпадений. Получается, значит, смотрите, какое-то событие, связанное с деньгами, будет в этот день. Ну, будете снимать, покупать, получать, переводить. Дальше может быть конфликт, причем серьезный. Да, два меча, это у тебя одно мнение, у меня другое, мы не можем договориться, да, то есть не можем найти компромисс. Дальше интимная связь, то есть, кажется, в личной жизни все хорошо будет. Общение с другом, подругой будет, и что-то вас очень сильно расстроит в этот день. Да, глубокая печаль, это прям вот очень сильно трогает человека. Иногда бывает прям до слез. Но опять же, тут сложно сказать, то ли конфликт, то ли друг, да, выпал после печали. Возможно, не знаю, друг, подружка расскажет какую-то историю, сложно сказать. Но что-то вас может расстроить в этот день. Ну вот, такие события у вас, стрельцы. Благодарю за внимание. И перехожу к козерогам. Козероги. Тринадцатое марта. События дня для козерогов.
Нерешенный вопрос. Ага, и победа. Победу не увидела. Победа в нерешенном вопросе. А в казенном доме может быть. Ну, то есть это какое-то госучреждение. Кстати, цепь еще показывает, давно тянется. Может быть, вы давно, долго не можете какой-то вопрос решить. И вот в этот день может быть победа. Удача. Благодаря удаче, везению. Как вот я, да, то есть я не видела эту победу. Я себе раскладывала дальше, потом складываю, и она сама собой складывается, да, то есть вот как благодаря удаче, как будто бы. И якорь, точка. Точка в каком-то вопросе, да, вот как раз если выпадает якорь, да, то есть нерешенный вопрос, который долго тянется, то это, возможно, как раз та самая точка, когда вы что-то закончите. Так, значит, смотрим теперь. Время еще есть. Возможно, якорь и время, что-то вас будет держать, и время будет тянуться. Может быть, долго будет этот вопрос, да, решаться в этот день. Время еще может показывать встреча, допустим, на определенное время в казенном доме, и будильник говорит, вам надо вот поспешить, да, то есть не опоздать. Корона. Да, видите? Какой-то влиятельный человек объявит, да, вас победителем, присудит вам эту победу. Либо поможет, да, то есть поможет в этом вопросе прийти к победе. Угу. И здесь нет. Значит, смотрим, получается в этот день победа, нерешенный вопрос, посещение госучреждения, удача, точка в каком-то вопросе. Будильник показывает, что желательно следить за временем, да, чтобы не пропустить, не опоздать. Ну и помощь влиятельного человека, помощь, поддержка, общение. Вот такие события для вас, козероги. Благодарю за внимание, перехожу к водолеям. Водолеи. Марта. События для водолеев. Выбор. Весы, колебания в выборе. Подарок. Верность. Хорошие новости. Тайная встреча, свидание. На определенное время будильник. Замок нельзя. Нерешенный вопрос. Слезы. Может быть, расстроитесь из-за того, что этот вопрос не решился.
Так, теперь смотрим. Солнышко нельзя. Корону нельзя. Кровать нельзя. Дорогу тоже нельзя. Череп. Плохое самочувствие, болезнь. Здесь нет. Возможно, будет что-то болеть, да, то есть слезы, какая-то острая боль, как вариант еще может быть. Значит, смотрим, получается, в этот день вы стоите перед выбором, да, то есть колебания, два варианта, не знаю, что выбрать. Подарок, может быть, подарок будете выбирать. Подарок. Дальше гармоничные отношения в паре, хорошие новости, тайная встреча, свидание будет. В определенное время будильник показывает, что у вас как-то вот день будет расписан по времени, по часам. Нерешенный вопрос, слезы и плохое самочувствие. Ну вот как-то видите, такой вечер немножко скомканный, да, такой со знаком минус. Ну, как есть, да, то есть показали, как есть. Возможно, какая-то боль, плохое самочувствие, да, испортит вам настроение. Ну и плюс еще нерешенный вопрос. Для этого, чтобы он решился, да, должны были выпасть ножницы. Но видите, ножницы разделяет одна карта. Да, то есть разделяет одна карта и хорошие новости. Возможно, вы получите новости по поводу этого дела, но пока оно еще не решится. Я думаю так. Ну, именно вот в этот день, в понедельник. Вот такая вот информация для вас, водолеи. Благодарю за внимание. И перехожу дальше к рыбкам. Рыбки, 13 марта. События дня для рыбок. Тайное свидание. Победа. Солнышко, радость. Так, а теперь проверяем горизонтали, вертикали, что здесь. Приглашение есть. Возможно, вот приглашение, да, на вот это свидание, встречу, свидание. Угу, больше я не вижу. Значит, 4 события в этот день. Приглашение, какая-то тайная встреча, то есть вы пойдете, возможно, никому не расскажете. Дальше победа. Ну, флаг показывает достижение цели, результата какого-то для себя. Если какие-то соревнования в этот день, очень хорошо, если выпадает победа. Первое место, да, будет ваше. Дальше и радость. Радость, хорошее настроение, хорошие эмоции какие-то позитивные. Ну, опять же, да, то есть потому что победа и какая-то встреча, возможно, приятная для вас. Так что вот такой день рыбки. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.